Студенты Калмыцкого медицинского колледжа имени Хохлыновой пройдут стажировку в ведущих медучреждениях Москвы и Санкт-Петербурга. По итогам конкурсного отбора кандидатов на стажировку в научно-исследовательский институт имени Склифосовского и городскую Мариинскую больницу Санкт-Петербурга отправятся две группы студентов-медиков. Практическая стажировка в ведущих клиниках страны стала возможной благодаря содействию депутата Государственной Думы Бадмы Башанкаева. Со студентами встретилась наша съемочная группа. Лучшие студенты медколледжа получили возможность поработать в ведущих медучреждениях страны. Для юной выпускницы Аргакинской школы Валерии Денисовой выбор образовательного учреждения стал одним из самых важных решений. Девушка без сомнения остановила свой выбор на медицинском колледже степной столицы. Сегодня она уже студентка 3-го курса. По словам Валерии, она хочет развивать навыки медработника. Очень рада и воодушевлена, что мне выпала такая огромная возможность. Я прошла очень сложный конкурсный отбор, и сейчас у меня радости нет предела. Мне предложила мой преподаватель, это Шарапова Татьяна Владимировна, поучаствовать в этом отборе. Сказала, что я непременно подхожу на эту роль, и я благодаря ей и подала заявку. Это очень важно, потому что это для нашего опыта и для наших знаний прям превосходная возможность, чтобы улучшиться, усовершенствовать свои навыки, усовершенствовать свой опыт и в дальнейшем работать на благо нашей республики. По итогам конкурсного отбора кандидатов на стажировку в институт имени Склифосовского и городскую Мариинскую больницу отправятся две группы студентов медколледжа. 10 лучших ребят по специальностям лечебное и сестринское дело и 2 преподавателя отправятся в Москву и Санкт-Петербург для получения практических знаний. Из 50 человек были отобраны 5 человек по специальности сестринское дело, которые поедут в Мариинскую больницу города Санкт-Петербург, и 5 человек в НИИ Склифосовского. Вы знаете, я хочу сказать, для наших студентов это действительно большой прорыв в обучении, потому что они воочию увидят, как работают ведущие клиники страны, научатся работать на последнем оборудовании, которое сейчас существует в медицинской индустрии. Поэтому я хотела бы, конечно, выразить большую благодарность нашему большому другу Бадме Николаевичу, главе республики Бату Сергеевичу за такую, знаете, такую маленькую поддержку нашу, не маленькую, а большую поддержку в обучении наших студентов. В Санкт-Петербург, Мариинскую городскую больницу, едут с 20 по 27 5 дней. 5 дней, полную рабочую неделю они будут работать в этой больнице. И не из Склифосовского с 27 по 31, тоже 5 дней рабочих. Главными критериями при отборе стали хорошая и отличная успеваемость, посещаемость, наличие сертификата о вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Стоит отметить, что практическая стажировка в ведущих клиниках России стала возможна благодаря содействию депутата Государственной Думы Бадмы Башанкаева. Мы очень надеемся, что ребята наберутся опыта, новых знаний и по-новому осознают свою будущую профессию врача и призвание. Надеемся, что по возвращению домой они поделятся своими впечатлениями и новыми знаниями и навыками, которые они получат в Москве и в Санкт-Петербурге. Напомню, что в прошлом году 6 студентов медицинского колледжа отправились на стажировку в городскую клиническую больницу Москвы номер 40 «Коммунарку». Глава Калмыкии поблагодарил главного врача больницы в «Коммунарке» Дениса Проценко за содействие и отметил, что ранее Денис Николаевич лично посещал Калмыкию по приглашению известного хирурга-онколога Бадмы Башанкаева. Мы рады, что нашим однокурсникам представили такую честь представлять наш медицинский колледж в Москве, в научно-исследовательском институте, чтобы они набрались опыта, успехов им пожелать хочу. Я приехала с Кыргызстана в медколледж, чтобы учиться, потому что он очень прославленный среди стран других. И я очень рада за своих одногруппниц, что они приняли участие и поехали, прошли, то есть это испытание, и прошли на конкурс и поедут получать знания. Наш колледж, он славится нашими практиками, нашими преподавателями, поэтому мне кажется, что не просто так выбрали именно наших студентов.
Как отмечают сами студенты, стажировка в различных медучреждениях страны предоставляется им не в первый год. В следующем году планируется увеличить конкурсный набор на 30%, что говорит о популярности медучреждения у абитуриентов и улучшении квалификации профессиональных кадров республики. Юлия Шаткаева, Владимир Цуглинов. Информационная программа «День Республики».